Да, я ко всем отношусь одинаково. У меня нет такого какого-то пренебрежения или что. Я также к татарам, к армянам также отношусь, как к русским своим братьям. Белорусов люблю. Вот сейчас собираемся фильм с ними снимать по моей пьесе «Рождение». Так что я смотрю не на национальность, а его духовные качества, человеческие, моральные, нравственные. У меня это ассоциируется с войной, с отечественной. Ведь в 40-х годах мы били Гитлера, вся страна, бывший Советский Союз, все национальности, и много там было героев среди татар. Я вот на вечера татарские хожу, герои Советского Союза. Так что мы все победили, но это наша общая победа. Поэтому разделять как-то на национальность это глупо даже, это и некультурно, и вообще дико даже. Меньше пить, курить, заниматься спортом, литературу изучать, театр, музыку, кино. Я не поэт, но я скажу стихами. Желаю света и тепла, друзей хороших и добра, счастливых дней, блаженных слов, больших надежд, смельных перов, жить дружно, весело и смело, чтоб никогда не надоело, смеяться, песни петь, шутить и счастье, чтоб до дна испить. Будьте счастливы, наши татарские друзья, братья. Вот. И здоровьем, здоровья, берегите себя. Я желаю, чтобы каждый из вас выполнил свою миссию. В Библии сказано, у Бога на каждого свой план. Вот я чувствую, что меня какая-то сила по жизни ведет, как ребеночка за ручку. На роль Лени Голубко я пал случайно, а потом через года 2-3 понял, что это моя судьба. Вот. А сейчас Господь мне готовит что-то такое глобальное, яркое и, главное, хорошее. Я вот интуитивно чувствую, что хорошее. Вот я даже, помню, позвонил одной женщине, Наташе, которая сны разгадывает. Я говорю, Наташа, вот у меня какое-то предчувствие, что у меня что-то произойдет вот в ближайшие там годы или месяцы, что-то, говорю, яркое, глобальное и, главное, хорошее. Вот. Говорю, вот может я это внушил себе? Она говорит, нет, Володя, если ты чувствуешь, что что-то произойдет, значит, обязательно произойдет. Так что, друзья мои, счастья вам, всего самого наилучшего. Будем работать на благо России. Россия – это мать, вот есть такое выражение «мать», она как бы объединяет все малые народы. И мы, как все, одна большая семья, многонациональная семья. Повторяю еще раз, Гитлера мы победили все народы, когда вот мы сплотились в одну семью, в одну армию и побили. Гнали его, как собаку, до самого Берлина и в логове там задушили. Сила в нас, что у нас разные национальности, что мы большая, дружная семья. Ну, друзья мои, ну какая разница, какой ты национальности, русский, татарин там, или таджик, или узбек там. Ну, мы все люди, человеки. Вот, ну, душа одна у всех, как бы и перед Богом мы все равны. Поэтому, мне кажется, это глупо комплексовать. Я не нахожу в этом ничего зазорного, что там ты другой национальности. Ради Бога, пишите свою национальность без всяких комплексов, без проблем. Ничего тут зазорного нет. Неважно, какой ты национальности от рождения. У нас одна страна, одна семья. И, вот. И сейчас нам нужно держаться вместе. Американцы, они нас разрывают. Вот в Украине сделали там переворот на Майдане в 2014 году. Вот, чтобы копать яму вокруг России, чтобы в Беларуси пытались в 2019 году, в 2020 сделать переворот, но у них ничего не получилось. Потому что Александр Лукашенко, надо ему отдать должное, проявил характер и не допустил этого бардака. Сейчас бы там была анархия такая же, как на Украине бы. Мы сильны тем, что у нас большая дружная семья. Есть такая притча, когда отец взял веник, да, и вот начал ломать веточки. Говорит, вот одну легко поломать, а потом вот попробуйте поломать весь веник. И вот они пробовали, не получилось. Он говорит, вот так и мы, семья, должны быть вместе все. Вот в этом наша сила.